Ну и подробнее о протестных настроениях белорусов и об инициативах Лукашенко по передаче полномочий поговорим с членом Президиума Координационного совета Павлом Латушко. Здравствуйте. Добрый вечер. Уже некоторое время в Беларуси, можно сказать, не было таких масштабных акций протеста, которые мы видели в первые месяцы после выборов. Люди смирились с тем, что Лукашенко остается у власти, или есть какие-то другие причины, как вам кажется? Давайте будем реалистами. Прежде всего, тяжело себе представить, что на протяжении уже 5-го месяца в одной стране могут проходить масштабные акции, на которые собираются сотни или миллион человек, как это было и в августе, в сентябре, и даже в октябре. Опять же, есть условия погодные, пандемия, которая, к сожалению, все больше и больше развивается в нашей стране, и та система подавления, репрессий, которая осуществляет власть в отношении мирных граждан. Мы неоднократно повторяем эту цифру, но это необходимо говорить и повторять. Более 32 тысяч граждан нашей страны на протяжении этих более чем 4 месяцев были подвергнуты арестам и задержаниям. Это как 500 000 граждан Российской Федерации. То есть цифры ужасающие. Сколько уволено, потеряло работу, было вынуждено уехать за границу, до сих пор никто не знает. Вот Украина, например, представила данные, что 75 тысяч белорусов якобы выехало на территорию Украины. Сколько уехало в Россию, в Польшу, в Литву, в Латвию, это тысячи граждан. Так что система подавления приводит к тому, что граждане, может быть, в меньшей степени выходят на улицы. Хотя я абсолютно убежден, что протест не сдулся. Каждое воскресенье, да и не только в воскресенье, сейчас уже и в субботу, и вот правильно вы сказали, в понедельник, и в пятницу мы видим сотни мест в разных уголках нашей страны, где люди выходят и проявляют свой протест. Очень активно, мирно продолжают высказывать свою точку зрения. Так что белорусы не сдаются. А вот очень часто мы слышим про некое партизанское движение. А как вам кажется, в чем оно будет в первую очередь заключаться? Вы знаете, партизанское движение уже имеет место быть, когда мы можем увидеть флаги и даже где-то возле проезжей части, возле дороги в лесу, когда люди выходят в различных уголках, может быть, не на центральных улицах, фотографируются, устраивают флешмобы, постановочные номера, снимают это на дронах, с камер, с возвышенности. То есть это различные акции. В этом, наверное, и является партизанское движение. Но белорусы, осуществляя партизанское движение, в том числе открыто выходят на акции, когда, к сожалению, власти вынуждены реагировать задержаниями, к сожалению, в отношении наших граждан. Мы знаем, что в предыдущие месяцы порядка 1000 человек умудрялись силовики задерживать на акциях мирного протеста в Беларуси. Сейчас, вот благодаря этой дворовой активности, изменения определенной тактики, например, вчера были представлены данные, что порядка 30 человек было задержано. Так что уменьшилось и количество актов негативных в отношении тех, кто принимает участие в акциях. Кстати, вот в преддверии Нового года я хотел сказать, что вот у нас, у белорусов, есть такая традиция, я думаю, что и у россиян, многих, у большинства постсоветских республик, мы встречаем Новый год семьей в доме в 12 часов, а потом после Нового года мы выходим на улицу погулять. Я помню, в детстве мы обязательно ходили на елку, которая была рядом с нашим домом. Я уверен, что большинство белорусов, очень многие белорусы выйдут на елки в своих городах, на центральные, районные, близлежащие. А у нас населенных пунктов в Беларуси более 23 тысяч. Можно себе представить, что возле каждой елки будет стоять сотрудник ОМОНа? Я себе это слабо представляю. Может как быть, как бы не стали задерживать Дед Морозов в красно-белой символике. К сожалению, уже даже парня задержали за то, что у него была прическа выкрашена в бело-красно-белый цвет, и это послужило фактом применения к нему административного наказания. Власть может, конечно, опускаться до абсурдов, но Новый год – это наш праздник, потому что этот Новый год новой Беларуси. Павел Павлович, сегодня Лукашенко озвучил дату проведения Всебелорусского народного собрания, это 11-12 февраля. Ожидается, что там будут представлены некие изменения в Конституцию. А чего стоит ожидать? Вы знаете, прежде всего надо разобраться с этим собранием. Это не конституционное мероприятие, которое не предусмотрено действующей Конституцией Республики Беларусь. Решение его проведения принимает нелегитимный. Повестку дня определяет нелегитимный, кого избирают, определяет нелегитимный. После того, как будет принято соответствующее решение на собрании, реализовывать их будет по указанию нелегитимного такая же нелегитимная власть, так что это фактически собрание нелегитимного с нелегитимным о нелегитимности. Да? То есть сколько бы мы слов здесь не употребляли, мы понимаем, что это все фейк, это бутафория, фактически
драматический театр, театр одного актера, который пытается себя таким образом спозиционировать как человек, имеющий общественное народное доверие. Но если мы посмотрим, что до сих пор, например, ну, по крайней мере, мне не удалось найти в открытых источниках порядок избрания, выдвижения делегатов на Всебелорусское собрание, то а уже объявлено, что собрание проводится и завтра якобы стартует этот процесс, то мы прекрасно знаем из своего опыта бюрократического, к сожалению, я знаю о том, что уже все делегаты определены. Это будут депутаты, которые были назначены Лукашенком в Палату представителей, члены Совета Республики, которые также были назначены Лукашенком, местных советов, местные начальники. То есть всякого уровня начальники, назначенные самим же Лукашенком, соберутся на это всебелорусское так называемое собрание. Но никакой всебелорусский характер не будет иметь места. Можем предположить, что Лукашенко поставит вопрос о Конституции. Но, возможно, там будут приняты какие-то рекомендательные решения, но эти решения в последующем надо будет провести через референдум. А вот тут же уже возникают очень огромные проблемы для Лукашенко. Как сформировать ЦИК с Ермошиной во главе, который примет народ? Невозможно. Участковые комиссии. А кто в них будет записываться после того, что было сотворено на выборах последних 9 августа? Провести референдум сегодня для Лукашенко нереально. Соответственно, изменить Конституцию нереально. Поэтому Лукашенко, скорее всего, будет играть в долгую и будет дальше подставлять Россию, которая оказывает на него давление, что конституционная реформа и как раз-таки реальный диалог с народом – это главный способ выхода из той ситуации, которая сложилась. Для нас же понятно, что главная проблема и не в Конституции, главная проблема в Лукашенко. Даже по этой Конституции страна сможет прожить полгода, год до принятия новой. Главное, если не будет узурпатора, руководителя военной хунты у власти в нашей стране. Вы знаете, мы часто говорим о позиции Кремля, но если говорить о роли США. Сегодня, например, президент Дональд Трамп подписал новый акт о демократии в Беларуси. И Народное антикризисное управление, которое, собственно, вы и возглавляете, обещало подробно рассказать нам, собственно, как этот акт будет работать. Если коротко, в чем его значение? Можете нам сказать? Ну, действительно, это самые масштабные санкции, которые будут введены в отношении Беларуси. Я с сожалением это говорю. Это санкции персональные, которые будут касаться не только государственных чиновников высокого, среднего звена, а практически каждого государственного чиновника, госслужащего, который будет замешан в преступлениях, правонарушениях, связанных с фальсификацией выборов, преступлениях в отношении мирных граждан. Так что это риск попасть под американские санкции в отношении любого чиновника, нарушающего закон. Это будут экономические санкции. Кстати, очень важно, что в законе в акте о демократии признается легитимный статус Координационного совета, который также признан и Европейским парламентом, Европейским союзом, как единственного органа, представляющего сегодня белорусское общество. В этом акте предусматриваются также потенциальные санкции в отношении тех компаний, которые будут иметь желание завладеть активами в этой ситуации белорусских предприятий. Прежде всего, речь, конечно, идет о российских компаниях. Здесь, кстати, прописаны также возможные риски для всех тех российских чиновников, которые будут содействовать дальнейшему продвижению процессов союзного государства в этой обстановке. Так что здесь как бы наступает в определенное понимание американцев и соответственность Российской Федерации за ту ситуацию, которая возникла и развивается дальше в Беларуси. Поэтому мы неоднократно говорим, что Россия в этой ситуации будет вынуждена терять свой имидж, и это произойдет в следующем году. Прогноз на 2021 год, к сожалению, неутешителен. Белорусское общество все больше и больше критично оценивает роль России в связи с тем, что она поддерживает диктатора, который фактически виновен в преступлениях, в убийствах, в насилии в отношении мирных граждан. И Россия будет тратить деньги российского народа на то, чтобы поддерживать непонятно для чего, для каких целей этого узурпатора. Павел Павлович, спасибо вам большое. Член Президиума Координационного совета Павел Латушко был с нами в эфире.